Уже по суровому выражению лица Игоря Раюшкина было понятно. Новости он принес далеко не радужные. Да, в последние 3 года правительство Коми активно поддерживало Интауголь, изыскивая средства на заработную плату, выплаты поставщикам услуг и нормальную работу. Кабинету министров республики даже удалось добиться выделения для предприятия помощи из резервного фонда федерального правительства. Шахта получила больше $1 миллиарда рублей, расплатилась с долгами и снова начала работать, но, увы, не зарабатывать. Проведя всесторонний анализ деятельности предприятия, мы не смогли добиться выхода на безубыточный уровень работы по ряду объективных причин, которые всем нам известны. То есть у нас отсутствует потребитель на 70% объема производимой продукции на рынке США. Вот. Объем добычи производимой продукции обеспечивает покрытие собственных затрат на не более чем на 50%. У нас отсутствует стратегический инвестор предприятия. Последним пакетом акций, которые завершились 18 июня, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в этих торгах. Следует отметить, что за весь период торгов не было ни разу ни одной заявки. И последний раз акции уже продавались со скидкой 40% от оценочной стоимости. Оценочная стоимость, напомните, какая была? Это $1 200 000 000. Продавали почти за 450 миллионов. И тем не менее ни один интересант у нас не появился. Ну, это опять объективные причины газификации страны и всего остального. Вот. И на основании изложенного корпорацию по развитию и директоров корпорации подготовили представленный отчет о деятельности. За 3 месяца добычи в части отсева шахта не продала ни одной тонны, продолжает Николай Герасимов. Продукция просто лежит на складе. Ее единственный потребитель, Череповецкая ГРЭС, может платить за тонну угля всего 574 рубля, при его себестоимости в 900 рублей. Совет директоров, рассмотрев доклад генерального директора, поддерживает его предложение о ликвидации, об остановке работы на указанной шахте и ликвидации шахты. Рассмотрены абсолютно все направления. По сути дела, мы стоим с вами перед очень простой дилеммой. Если мы не будем реагировать на указанную ситуацию, то мы до конца года сформируем в самом минимальном убытке, в самом минимальном варианте в рамках такой работы 480 миллионов рублей убытков, которые надо будет изыскивать вне деятельности шахты. Повторяю, что на 1 июля мы имеем нулевую задолженность по заработной плате, которую системно помогаем покрывать за счет средств корпорации. После услышанного Сергей Гапликов поручил Николаю Герасимову незамедлительно выехать в Инту. Раз принято такое решение, первое, что нужно сделать, это обеспечить все соответствующие законные интересы в рамках трудовых взаимоотношений, всех социальных последствий шахтерам и членам их семьи. Те, кто изъявит желание, должны, безусловно, быть трудоустроены. И такую работу нужно провести в первую очередь с воркутой углем. Да? У них есть, мы знаем, потребность в квалифицированных кадрах. Ну и, конечно же, если необходимо будет решить вопрос о переезде из Инты в Воркуту, то решить задачу непосредственно с предоставлением жилья. Если понадобятся на эти цели соответствующие ресурсы, значит, надо эти ресурсы изыскать. Если у людей не появится желание работать именно по специальности, значит, нужно предпринять все необходимые меры, предоставив им возможность пройти переквалификацию и трудоустройство на других предприятиях региона. Поэтому здесь основная задача. Если кто-то уже вышел в пенсионный возраст и на сегодняшний день он имеет возможность получения пенсионных всех выплат, значит, также максимально по закону решить все эти вопросы. Значит, все должно быть под контролем. Я прошу вас, Николай Николаевич, выехать в ближайшее время в Инту, провести необходимую работу
значит, с коллективом шахты, значит, создать необходимый оперативный штаб по решению всех этих вопросов, привлечь туда в том числе и представителей правоохранительных органов. И все должно в ежедневном режиме информироваться, значит, о принятых решениях и действиях. Подключить сюда Министерство социальной защиты, инспекцию по труду, значит, федеральную инспекцию, которая на сегодняшний день должна видеть полностью, как выполняются все наши действия, связанные с трудоустройством и соблюдением социальных гарантий работников шахты. Необходимо в том числе провести работу и с администрацией города, и с активом города, и со всеми теми, кто на сегодняшний день погружен в жизнедеятельность шахты, с тем, чтобы людям объяснить истинные причины принятого Советом директоров решения. Город должен жить, должен иметь соответствующую перспективу. Я тоже со своей стороны беру вопрос под личный контроль. Буду, безусловно, проводить консультации дополнительно с руководством Северстали и Воркутаугля, с тем, чтобы они максимально быстро могли оперативно включиться в эту работу и оказать соответствующую помощь и поддержку. В связи с ликвидацией шахты в Инте создадут ситуационный оперативный штаб. Он будет работать в круглосуточном режиме и оперативно решать все возникающие вопросы, в том числе касающиеся социальных гарантий для коллектива и трудоустройства работников Интаугля. Светлана Некрасова, Николай Богданов, телеканал Юрган.